Религиозная экспансия Ватикана и Абхазии, абхазская историография периода 19-20 веков, неизвестные пьесы Георгия Гулия, Абхазия в Большой советской энциклопедии, археологические исследования Великой Абхазской стены. Эти и многие другие интересные доклады были представлены на итоговой сессии, посвященной столетию со дня рождения Зураба Анчабадзе. За 2 дня работы ученые, археологи, этнологи и литературоведы делились между собой проведенными исследованиями в различных сферах, задавали друг другу интересующие их вопросы. Все доклады, зачитанные в рамках научного форума, были связаны с трудами известного историка. Его книги стали краеугольным камнем нашего абхазоведения исторического, но, конечно, с некоторыми коррективами времени. Там были доклады, посвященные античности, ранней, поздней, потом новому времени. Много интересных было докладов. Ну и по археологии, естественно. Это тот человек, который в своих исторических работах всегда использовал археологический материал. Один из таких докладов был посвящен предварительным исследованиям на территории археологического комплекса «Балан» в селе Дзюбжа. Раскопки в данной местности ведутся совместно абхазскими и российскими учеными. Данная территория была выбрана археологами не случайно. Эта территория, конечно же, была выбрана еще и потому, что она находится на территории, которая давно, так сказать, известна как, возможно, один из центров существования одного из Диоскурии. Здесь залив Искурия, мыс Искурей, и поэтому здесь вот 3 года назад мы начали наше изучение с пешей разведки. Сначала были выявлены значительное количество памятников. Работы Зураба Анчабадзе сегодня служат основой для исследований в различных сферах. Они по праву входят в золотой фонд отечественного кавказоведения, советской исторической науки, успехи и достижения которой вряд ли могут быть оспорены или поставлены под сомнение. Труды Анчабадзе – это важнейший этап становления абхазской науки. Зураб Вианорович, он еще, я хотел бы напомнить, многие забыли об этом, не знают, он еще оппонировал Мелетинскому по фольклору в Москве, в Институте мировой литературы, я там присутствовал, а Мелетинский – это мировая величина, это фольклор. Так что он был разносторонним. Подводя итоги сессии, посвященной столетию со дня рождения Зураба Анчабадзе, ученые отметили, что за 2 дня была проделана огромная работа. Научная конференция прошла динамично, было услышано много интересного и нового. Гугу Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.